за рубежами. Пришел Измайлов. Весь предстоящий час на зарубежные темы. Сначала про курдов, Турцию и Сирию, а потом и на СМИ почитаем, по традиции с вами обсудим. С нами сегодня Игбаль Дюрре, политолог, кандидат исторических наук. Курт, Игбаль, приветствую вас. Здравствуйте. Какая ситуация складывается сейчас, собственно говоря, с турцами в разрезе последних сообщений, связанных с Турцией, которая, в общем, внезапно начала проводить соответствующие военные действия на сирийской территории, где проживают курды, и дальше совершенно разрозненная информация. Вы знаете, Турция показала и доказала, что да, она не тот, кто делает игру на Ближнем Востоке, но при необходимости она тот, кто может портить эту игру, да. Не все там развивается так, как хотелось по Турции, но Турция решила замедлить, хотя бы замедлить тот процесс, который ей не совсем нравится. Если точнее, как мы знаем, курды в последнее время почти взяли под контроль почти 800 километров сирийско-турецкой границы. Осталось только город Джераблус, который находился в руках ИГИЛ. Турция это не устраивала. И давно США тоже хотели, чтобы Турция вошли в Сирию. И Россия тоже очень хотела, чтобы хотя бы Турция прекратила поддерживать тех группировок, которые она традиционно поддерживала. Так что звезды сошлись, и Турция туда зашла и во главе группировкой Сирийской свободной армии и несколько других группировок, которых она поддерживает. Причем они взяли Джераблус почти без боя, и после этого получилась очень интересная вещь. Значит, получилось так, что 3 союзника США, это Сирийская свободная армия, Турция и курды, да, оказались на грани полномасштабной войны. Конечно, США этого не мог допустить, поэтому встал между ними, создал такую зону безопасности, и сейчас временно есть некое перемирие между курдами и турками. Если более подробно, Турция не хотела, чтобы курды находились на западной части Ефрата, и вроде перед операцией США им гарантировала это, а по последним данным народные отряды курдские вроде бы согласились с тем, чтобы они перешли на восточную часть, но там остались Сирийский демократический союз, силы. Они тоже курды, 90% этого союза тоже курды. Поэтому я думаю, что Турция надолго в этом водовороте не собирается оставаться, потому что это непонятно, какие последствия могут быть. Сейчас главнее всего, кто же будет взят город Эльбаб. Это южнее Джераблуса, да? Потому что это определяющий момент и перед окончательной операцией Алеппо. И вообще это очень стратегически важный момент. Если курды заберут Эльбаб, тогда не взятие Джераблус курдами не будет такая большая проблема для них, потому что они могут соединить свои кантоны через юг Джераблуса. Посмотрим, как карта дальше ляжет, но пока что Турция стала один из игроков в Сирии. Стало, но, собственно, давайте чуть подробнее о самих курдах, какие интересы в конечном итоге у них. В конечном итоге, конечно, курдам бы хотелось, чтобы они взяли полностью контролировали всю границу турецко-сирийскую, да? У них это не вышло. У курдов изначально была поставлена такая задача, они говорили о том, что они хотят некую автономию в рамках Сирии, причем эту автономию они даже не называют Курдистаном, это будет некая автономия, да, демократический союз народов. С курдами, вместе с курдами там воюют различные народы, в основном арабы, там есть и туркоманы, и другие народы. Поэтому то, что курды хотят, это вроде бы понятно, но Турцию это не устраивает, потому что все думают и считают, что это вот временное такое желание, в будущем все это желание может дойти до того, что курды объявят независимость. Вот это чего боится Турция, не только Турция, в том числе Сирия и Иран.
То есть единое курдское государство. Да. Но даже если не единое, в рамках вот нынешней Сирии, Мгм. вдоль границы с Турцией. А предпосылки и возможности какие к этому есть? Ну, вы знаете, сами курды об этом не говорят. Но я думаю, что все зависит от того, какие будут у них отношения с правительством Сирии в будущем. Да, если у них будут складываться нормальные демократические отношения, в рамках которых курды будут себя чувствовать нормально, Мгм. тогда необходимости такого разделения не будет. Но мне кажется, А в что краткосрочной перспективе? в долгосрочном. Но Долгосрочном. дело в том, что Сирия, Асад последним своим шагом, когда он разрешил, во-первых, недавно, 2 недели назад, он сам в городе Хасики напал на курдов, в результате которого он вообще потерял полностью контроль в этом городе. Раньше они вместе с курдами контролировали, сейчас только курды контролируют этот город. А дальше, конечно, несмотря на то, что официальные заявления из Дамаска идут такие, что они против вхождения турецких войск в Сирию. Но Да. на самом деле это не так. Естественно, они договорились, у них было неоднократно встречи на уровне разведок и так далее. Недавно даже они встретились в Багдаде. Это всем понятно, что это просто такие формальные заявления. Поэтому я считаю, что он этим предал курдов, да, которые изначально ему очень помогли. Асад вы имеете в виду? Я 100% так считаю, тоже, потому что если бы не курды, я всегда говорю, что Асад бы не дождался русских. Да? Так. И они вместе воевали против ИГИЛ. Курды ничего плохого им не делали. Еще больше скажу, если бы изначально курды договорились с турками, и ты против него, у курдов на сегодняшний день вообще не было бы никаких проблем с турками. Вот Асад это не ценил. Я не знаю, имея только 16% сирийского шиитского населения, без поддержки курдов, как он в будущем собирается удержать власть. Вот он должен задуматься. Конечно, он сейчас скажет, что он стал заложником ситуации, там все военные решают, потом, ну, те, которые ему обеспечивают жизнь. Но он это в будущем будет рассказывать своим внукам на Рублевке. От этого истина не Что меняется. на Рублевке? Да. Я думаю, что так. Вот. Поэтому я думаю, что последствия его поступка, и вот его данного поступка могут быть очень чревато для него. Почему? Даже я допускаю сценарий, знаете, подобному крымского, потому что курды в Сирии могут в будущем, вопреки всем ожиданиям, пойдут на референдум, да, и захотят присоединяться к Турции. Вполне это возможно. Тоже вы не смотрите на тот конфликт, который в данный момент между курдами и Турцией. Да? Я думаю, что мы в ближайшее время увидим, что между курдами и турками все-таки начнутся мирные переговоры. Ну, а в какой тогда степени возможна история, что турецкие курды соберутся и захотят уйти из Турции вместе с сирийскими в свое государство? Нет. На этот вопрос ответ такой. Я думаю, что курды, во-первых, это не те курды, которые были лет 10 назад, даже год назад. Да? Они понимают, что у великих держав свои интересы, и очень часто они не совпадают с интересами самих курдов, и так сам по себе взять и объявить независимость не получается. Да? И не факт, что это всегда лучший вариант. Мне кажется, что изначально речь пойдет о некой федеративности, даже конфедеративности вместе с Турцией. Мне кажется, потому что так как там основное количество курдов в Турции живут, а дальше уже как карта ляжет. Как я уже объяснил, если все будет хорошо, значит, я надеюсь на это, что будут жить в федеративном государстве. Если нет, ну, может и получится. Мы не знаем, что будет через лет 20-30. Мы можем фантазировать. Да, через год будет непонятно. Да, непонятно. Тут каждый день что-то меняется. Да, смотрите, Байден отметил усилия иракских курдов в борьбе с ИГИЛ. Поблагодарил президента иракского Курдистана за участие в борьбе с джихадистами исламского государства. А роль иракских курдов во всей этой истории? В сирийской истории? Да, в общем, в целом, да, я регион. вам еще одну новость скажу. Вот 3 дня назад премьер-министр Ирака заявил о том, что если курды через референдум объявят независимость, Да. Багдад будет лучшим соседом для независимого Курдистана. Так что
там тоже грядут большие перемены. Барзани хочет делать референдум для объявления независимости. Как ни странно, Турция не против, кажется, да. Там основной проблемой является Иран. И Багдад, раз уж так заявил, значит... Ну как, Турция тоже... не может быть не против, потому что это моментально отторгнет огромную часть от самой Турции. Почему? Но Не. Дело в том, что с Барзани у Турции очень хорошие исторические... Ну, за последние 10 лет появились хорошие отношения. И Барзани хочет независимость только для своего региона, да. Может быть, такая же комбинация, как с сирийскими курдами, может быть. То есть они сначала объявят независимость, потом пойдут на конфедеративность с Турцией. Теоретически такие слухи есть. Но изначально такая задача не ставится. Наоборот, Турция, чтобы напряженность среди курдов снять, закрывает глаза на то, чтобы Барзани объявил независимость. Потому что в этом случае Турция показывает, что она как таковая курдам в целом не против курдов, да, но просто она против РПК, которые, на ее мнение, действуют террористическими методами, да. То есть мне кажется, что Турция не будет этому против. Наоборот, это какой-то выход для Турции из положения. Игбаль Дюре, 2 минуты на новости, продолжим. За рубежами. Разбираемся с курдами в курдском вопросе, если быть более точным. Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук, курд. Вот про иракских мы начали говорить курдов, и говорят, что, возможно, все-таки и Турция не будет этому препятствовать. Да, я почти уверен в этом. Что вот смотрите, еще, значит, вот вчерашняя новость. Большая часть курдов покинула западный берег Ефрата. Большая часть формирования сил самообороны сирийских курдов покинул западный берег, но их полный вывод не осуществлен, сообщил министр Турции по делам Евросоюза. Здесь хотелось бы несколько вопросов, связанных с передвижениями. Вот мы с вами говорили о Сирии. Есть какие-то данные? Понятно, что трудно посчитать, но сколько осталось тех, кто проживал на своих землях курдов? Сколько уехали, сколько бежали? Какая ситуация вот в этом моменте? Смотрите, в Сирии нет, конечно, точных данных. Да. Но в Сирии проживают около 3 миллионов курдов. Да? После того, как многие из них уехали, я думаю, что там как минимум есть 8,5 миллиона курдов, да, которые контролируют 800 километров границы. Чтобы контролировать с Турцией, да, это почти всю границу, да, осталось только там около 100 километров. Это так. По поводу вот этой истории, что курды покинули западную часть Ефрата, да, значит, я старался объяснить. Значит, есть там курды, народные отряды, курдские народные отряды, да, которые для Турции похлеще, чем ИГИЛ. Потому что это вот группировки связаны с РПК, которые в Турции воюют против Турции. Против Турции действуют. Значит, вот эти отряды сообщили, что они покинули западную часть Ефрата, потому что США тоже якобы в начале операции Турции это обещал. Вот они говорят, мы выполнили, вот мы покинули. А там осталось сирийские демократические силы, 90% составят тоже курды. И причем там есть американские военные советники внутри этой организации. Поэтому они-то там остались. Поэтому там, хотите вы этого, не хотите, ни США, даже не Россия, никто не может делать так, чтобы курды полностью покинули этот регион. Тогда начнется такой водоворот, как я сказал, что никому не будет хорошо из этого водоворота. Поэтому курды там останутся. Вопрос в том, что если полностью курды закроют границу, тогда у Турции не остается вообще никакой связи с исламским миром. А есть возможность полностью закрыть? Нет, сейчас в ближайшее время нет. Вот была возможность, если бы Джераблус курды взяли, сейчас в Джераблусе в основном с поддержкой Турции сирийская свободная армия, в ближайшее время этот вопрос, я думаю, что не решится. Ну, а курды могут взять теоретически Эльбаб,
тогда они соединят свои кантоны вот через юг. Ну, посмотрим, как будет. Пока никто не знает, но благодаря этой операции получилось так, что Турция де-факто согласилась с присутствием курдов уже на восточной части Евфрата. Ведь об этом же Турция ничего не говорит. Там тоже контролируют те курды, которые, как бы в кавычках, враги Турции. Но Турция этим согласна. Я думаю, что Турция согласилась на то, чтобы вот это 70 километров границы через Джераблус, хотя бы это осталось под контролем Турции. Вот и все. Но Пока здесь так. вот аспект Сирии, аспект Турции, но еще есть фактор самый мощный — Соединенные Штаты Америки. Да. И были большие сообщения, возмущения от США, что Турция вот начала как раз военную операцию в Сирии против курдов. И, в общем, не секрет, что Соединенные Штаты курдов поддерживают. А Турция в последнее время с Соединенными Штатами как-то, вот, судя по высказываниям Эрдогана, не очень. Да и сама операция, в общем, мы с вами начали с этого, что... Да, я понял, я вас услышал. Дело в том, что, естественно, США, если бы не хотели США, Турция бы туда не вошла. Наоборот, при взятии Джераблуса военно-воздушные силы США страховали и свободную сирийскую армию, и турков, да? Поэтому они туда зашли так легко. Это раз. Просто США делает таким образом. США не кладет все яйца в одну корзину, да? Они при необходимости настолько, насколько им нужно поддерживать турков, потому что турки им нужны как дополнительная сила против ИГИЛ. Также и Россия, кстати. Хотя бы, если даже никто не верит к тому, что Турция охотно не будет воевать против ИГИЛ, но они хотят, чтобы хотя бы Турция прекратила поддерживать группировок, которые создают проблемы в Сирии. Вот. Поэтому, естественно, не полностью поддерживает США Турцию, не настолько, насколько желала бы это Турция, но Турция тоже заставляет их считаться с ее чувствительными моментами, потому что все-таки это вторая большая как бы по численности армия НАТО, да, многие самолеты взлетают из авиабазы, которые находятся на территории Турции. Поэтому вообще совсем не считаться с Турцией тоже не получается. И ничего плохого нет в том, что если в результате вот всего этого движения Турция реально закроет границы и прекратит поддержку, значит, этим группировок, поддержка этих группировок, тогда от этого будет польза, в конце концов, и для самих курдов. Потому что больше всех с ними на земле воюют тоже курды. Вот какой важный вопрос, он как-то несколько уходит все время из информационного пространства, а у нас здесь как-то люди интересуются. Вот вспомните, там несколько месяцев назад, когда произошел разрыв отношений с Турцией, были доказанные данные, что грузовики с нефтью игиловские пересекают границу турецко-сирийскую и ездят в Турцию. Были сведения о том, что родственники Эрдогана там не последнее отношение к этим нефтяным историям имеют. Сейчас вы говорите, что идет контроль со стороны сирийских курдов границы общей, там за исключением 100 километров. Означает ли это, что нет сейчас невозможно какой-то транзит вот пиратской нефти игиловской, или все это продолжается? Какая вот в этом-то обстановка? Вы знаете, таких данных, как раньше поступало, не поступает. Если бы они поступали, я думаю, что Россия тоже об этом заговорила бы, несмотря на хорошие отношения, которые сейчас, слава богу, есть с Турцией. Я думаю, что еще одним из условием договоренности и перемирия с Турцией был именно этот момент. Я думаю, что это было одно из самых главных условий России. Просто это не выносили на... Да, конечно. Турции, чтобы в этом смысле дальше не продолжала ту политику, которую она продолжает. Я не думаю, что сейчас Турция так же, как раньше, охотно этим занимается. И у нее и возможности, и вообще сейчас в Турции не до этого. В Турции сейчас хватает своих внутренних проблем. Вы знаете, вот недавний случай с неудавшимся этим путчем.
Поэтому я не думаю, что нет. Я думаю, что Турция это продолжает делать так, в таком масштабе хотя бы, как это было. Какие-то частные организации этим могут заниматься. Но нет данных у меня. Никого нет, у кого бы не было, сейчас все бы говорили об этом. А с самим ИГИЛ, как там картина меняется сейчас? Потому что тоже сообщение разное поступает. ИГИЛ теряет свою... дело в том, что сейчас на очереди Алеппо, а перед Алеппой, конечно, очень важно взятие Эльбаб, город Эльбаб, это стратегически важный момент. А после того, как ИГИЛ потерял Джераблус, многие его члены тут покинули Джераблус и поехали, переселились туда в Эльбаб. Поэтому сейчас там накопилось очень много игиловцев, поэтому взятие Эльбаб не так просто, как было месяц назад. Потому что все силы района там сосредоточились. Но все равно ИГИЛ теряет свои позиции. Я думаю, что его влияние в регионе пошло на убыль. Но ситуация не переломлена. Нет, ситуация не переломлена. Конечно, не переломлена, но ситуация развивается в пользу демократических сил, которые воюют против ИГИЛ. Спасибо, времени не остается. Ну вот какие-то основные моменты мы прояснили. Игбаль Дюре, политолог, кандидат исторических наук, Курд. Сейчас будут новости, а потом и на СМИ.